Здравствуйте, друзья! Сегодня на моем канале рубрика «Готовим с душой». И сегодня мы будем говорить о выпечке, о любимой выпечке северных народов. Как много существует разновидностей ржаной выпечки у северных народов. По-разному называются, с разными начинками выпекаются. Так в Новгородской области с ягодными начинками блюда называются преснушки. В Архангельской области и в Карелии с картошкой, крупой, калитки. В Удмуртии – перепечи. Фирменными блюдами национальной коми-кухни по сей день считаются шаньги – открытые пирожки, которые готовятся из ржаного теста с добавлением большого количества начинки – крупяной, картофельной, ягодной, грибной. Считается, что в русский язык слово «шаньга» пришло из комизырянского, и образовано оно от слова «шонды», что в переводе означает «солнце». Сегодня я под вашим чутким руководством буду печь коми-шаньги. Шанишки получатся с 3 начинками. Это картофель с жареным лучком. Затем шаньги будут крупяные, тут пшеничная каша у меня. И, конечно же, брусника, наша северная брусничка, как же без нее обойтись. Для теста я возьму 2 вида муки – ржаная и пшеничная. Их я просеяла через сито. Обязательно столовую ложку ржаных отрубей, чтобы тесто смягчилось, чайная ложка соли, столовая ложка сахара. 200 граммов сметаны, немножко я добавила туда ряженки и погасила там пол чайной ложки соды. И 130 граммов сливочного масла. Вот такой вот набор нам понадобится для того, чтобы получились шаньги. Начинаем замешивать тесто. Песню вспоминаю. Песня такая есть про коми-шаньги. Муку всыпаю попеременно. То ржаную, то пшеничную, чтобы они в равных частях были в нашем тесте. Ржаная мука тяжеленькая, плотненькая, она дает тесту такую вязкость, липкость, поэтому я добавляю пшеничную, чтобы немножечко они у нас были помягче. Тесто замесила, получился вот такой вот колобочек, мягкий достаточно мягкий. Сейчас нужно оставить тесто отдохнуть на 30 минут, а затем мы будем его раскатывать. Итак, наше тесто отдохнуло. Начинаем раскатку. Сейчас очень много выбора. В магазинах можно купить все, что угодно. Много всяких пекарн, кулинарий различных, в которых можно приобрести себе вкусные вещи. Зачем дома, да, как бы этим заниматься? И мы так все заняты, времени у нас не хватает на домашнюю выпечку. Но все же, знаете, домашняя выпечка, приготовленная с душой, ни с чем не сравнится. Когда дома ароматы свежей выпечки, чего-то вкусного, совсем другое настроение, да? Совсем другое настроение. И у хозяйки, и у всех членов семьи, если мама или бабушка или дочь увлечена кулинарией, печет и готовит. Ох, Злата у меня разыгралась, кошка, как цветочку свою терзает. Раскатываем тесто толщиной, наверное, полсантиметра. Достаточно, я думаю, будет нам такой толщины, чтобы приготовить наши шанишки. Наши шаньги, так как я добавила немножко пшеничной муки и добавила ржаные отруби, они будут немножечко мягче. А вот, например, карельские калитки готовились из чисто ржаной муки, и делались они специально такими суховатыми и плотными, и даже специально высушивались потом после выпечки, чтобы можно было их брать в дальний путь. Положил в котомку несколько калиток и пошел. А потом, когда привал, например, люди захотели перекусить, калиточка диаметром с кружку, налили горячий чай на костре, вскипятили себе чай травяной, накрыли сверху этот чай калиткой, сушеный такой, и от горячего пара калитка согрелась и немножечко смягчилась. Вот такие секреты.
были в старые времена. При помощи кружки, например, вырезаем одинаковые кружочки. Это будут заготовочки ровненькие, красивые для наших шанек. Как в этой песне поется: кто шаньги не ел, тот сил не имел, тот петь не умел и плясать не умел. Как же это там песня-то? Очень известная такая песня детская, даже детская. От прадедов, прабабок дошли до наших дней. Простые комишаньги, Чтоб жили веселей от старых коми-сказок, в них сила, посмотри. На этих добрых шаньгах росли богатыри. Кто шаньги не ел, тот силы не имел, тот петь не умел и плясать не умел. Шанишки, шанишки, наши коми-шанишки, шанишки, шаньги, вот так шаньги. Обычай очень старый и вовсе неспроста. Простую коми-шаньгу в котомку брал солдат. Он знал в той шаньге сила родной земли дух. Не зря по всей России те шанишки пекут. Кто шаньги не ел, тот силы не имел, тот петь не умел и плясать не умел. Шанишки, шанишки, наши коми-шанишки, шанишки, шаньги, вот так шаньги. Вот они шанишки, вот уж и правда, шондики, маленькие солнышки. Такие красотулечки с крупой и картофелем я сейчас ставлю в духовку. Температура 180 градусов минут на 20-25. А ягодные отдельно испеку, потому что боюсь, переживаю, что ягодка потечет. Дорогие друзья, наши замечательные коми-шанишки готовы. Картофельные и крупяные шаньги поливаем растопленным маслом. Это очень ароматно, вкусно и полезно. Уважаемые подписчицы, дорогие хозяюшки, балуйте своих близких, детей, внуков замечательными домашними вкусными такими вот шанишками. И рассказывайте детям о национальной кухне народа коми. Слушайте замечательные песни. Я сейчас буду пить чай и слушать музыку. А подпевал мне сегодня народный ансамбль Республики Коми «Северная околица». Мира вашему дому. До свидания.